Алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 7 июля 2025 года, 17 часов по Берлину, 18, соответственно, по городу Джахару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сегодняшний наш стрим снова идет на канале YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности, не распространяйте ссылку на наш стрим и не пишите комментарии. Смотреть безопасно, друзья. Посмотрите на здоровье. На здоровье. Можете скачивать, как некоторые это делают, и потом отдельно уже смотреть. Сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ сливает Россию. Дежавю СССР». Давайте об этом и многом другом поговорим. Но перед тем, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских бандитов в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено 1100 русских боевиков. Итого их цифра достигла 1 миллиона 27 тысяч 540 бандитов. Уничтожено 3 танка. Итого их цифра достигла 10 995. Уничтожено 7 боевых бронированных машин. За сутки имеется в виду. Итого их цифра достигла 22 963. Артиллерийские системы. 33 штуки уничтожено. Их цифра общая с начала широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину. 29 993. 2 РСЗО уничтожено. Итого 1432 штуки. Так, ну что у нас там? 421 самолет без изменений, 340 вертолетов также без изменений. 233 БПЛА сбито. Итого 44 058 БПЛА сбито. 118 автомобильной техники и цистерн уничтожено за сутки. Итого 54 370. 2 спецтехники, итого 3927. С чем я вас всех и поздравляю. Слава Украине, слава ЗСУ. Друзья, салам, брат, как дела, Эд? Такс. Ну и в начале своего стрима я бы хотел сообщить о новости, которая произошла в Техасе. 81 человек погиб в результате наводнения. 21 из них дети. Более 40 человек числятся без вести пропавшими. За несколько часов 4 июля выпала месячная норма осадка. В реках резко повысился уровень воды. Я искренне выражаю свои соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата. Там вода накрыла детский лагерь, где находились подростки. И поэтому такое большое количество погибших детей. Быстро вода поднялась. И есть надежда, что среди пропавших есть еще живые. Будем надеяться. Выражаю еще раз искренние соболезнования. Далее. Шамиль, приветствую. Эркин, шалом. Все, друзья, приветствую. Сделал видео, короткое видео на тему про имама Шамиля, бывшего имама Шамиля. И как его верно заметили некоторые
мои зрители написали Шамиль Калужский. Дело в том, что он жил в Калуге после того, как добровольно сдался в плен и получал жалование от царя. Его сын служил в царской армии, сын и, наверное, остальные родственники, если сын служил. И спокойно выехал в Турцию. Оттуда, как говорят, вроде бы ехал в Саудовскую Аравию. И мне начали говорить, а вот ваш шейх Мансур, там такой, сякой, он тоже в плен попал, там и так далее, и так далее. Имам Шамиль тоже наш вообще-то. Обычно мне это дагестанцы пишут, наверное, чаще всего аварцы пишут, потому что имам Шамиль был аварцем, и как бы таким образом они его защищают, просто по этническому признаку. Но на самом деле именно и аварцы его изгнали из Дагестана, предали его, и мы его приняли. Приняли и сражались. Сражались так, как никому не снилось даже, как сражается кто-то. Мы любим сражаться, когда уже в пылу боя, так, как люди любят танцевать. Нам нравится вот так, когда бывает у тебя экстаз появляется. И это уже, наверное, такое внутреннее чувство есть. И нам завидуют просто, завидуют черной завистью, что вот не хватает у людей духа. Ничего хорошего в смертях нет, конечно, но покориться кому-то, уступить правду и справедливость мы не готовы. И хочу сказать, шейх Мансур, об этом я говорил, шейх Мансур в Анапе, когда был окружен, поджег факел и прыгнул в амбар или в полуподвальное такое помещение, как, если я правильно помню, когда я читал это все, где находились бочки с порохом, которые враги, ну или диверсанты намочили, и он был негоден, чтобы взорваться. И после этого он был пленен. Пленен, был заточен в Шлюссельбургскую крепость, тюрьму в Санкт-Петербурге. И не получал жалования, не призывал сложить оружие и покориться России. В итоге был убит в этой тюрьме. Не по приговору суда казнен, а просто убит, задушен, как некоторые источники сообщают, был просто задушен. Потом сказали, что там было наводнение, поднялась вода в Шлюссельбургской тюрьме, он утонул. На самом деле, скорее всего, первая версия, она более точная. Поэтому в плен попасть может любой человек, какой бы смелый ни был. У меня есть друг, который не боится вообще ничего. Вот просто от слова совсем нет у него такой опции. И на его теле нет ни одного места, где не было бы у него ранения. Осколочные, пулевые, ножевые, чего только на нем нет. Все его тело носит с собой осколки внутри себя. Так вот, он попал в плен. Попал в плен после того, как получил тяжелое ранение и вырубился. Ему весь бок снесли, а ребра там все такое из пулемета. И попал в плен. И просто благодаря чуду удалось освободить его. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому в плен попасть может кто угодно. Но это не значит, что тебе нужно покориться. Да, конечно, и пытают, и убивают, и все остальное делают. Но сдаваться нельзя. Поэтому вот такие вот дела. Мне разные там люди пишут, дай свой номер телефона, там это, там то, все, хотели поговорить и так далее. Ну, если там конкретно какой-то серьезный разговор, да, пожалуйста, мой номер есть везде, в ТикТок, в YouTube и так далее. Я сейчас ни с кем не общаюсь, конечно, сейчас я прекратил временно контакты со всеми. Ну вот, там есть один деятель,
который хотел бы со мной поговорить. Пожалуйста, набери номер, представься, скажи, что это ты, я тебя обязательно возьму. А так, передаю привет всем поклонникам Шамиля Калужского. Так, давайте дальше. Помощи Украине до Трампа, по мне, большинство от этой помощи украли тупо среди своих. И агенты России, они там везде, у власти тоже, походу, успели. Из-за этого Трамп понял и прекратил помощь, мое мнение. Ну, конечно, это присутствует. Коррупция, агентура в Украине, она абсолютно... Ну, вот очевидно, вот то, что я наблюдаю, я не внутри нахожусь. Я просто наблюдаю за этим, я уже неоднократно перечислял. Передача Нужина, Евгения Нужина, Бутусов, его фамилию всегда я забываю. Бутусов, есть такой журналист. Он его раскрутил, поднял, и именно ЧВК «Вагнер», это путинское детище было, передали и убили. Больше ЧВК «Вагнер» не сдавались. Невзорову дали гражданство. Антон Геращенко за это ходатайствовал. Зам Авакова. Аваков, как известно, бывший министр внутренних дел, который стоит за убийством Александра Музычка. Кто там? Ну, полно. Гордоны. Ну, все, вот сколько я уже перечислял, не буду заново перечислять. Много таких людей. Вот Ахмед Закаев, которого там принимают. Все, кто принимают там и так далее. Это тоже из этой же среды, из этой же области. Поэтому очень много агентуры. Именно поэтому, да, не дают современное оружие. Надо сказать спасибо пятой колонии, агентуре, которая виновата в том, что Украина не получает современное оружие, недостаточно его получает. Ну и так далее, и так далее. Ну, тот же, чуть не забыл, Арестович. Ну, много таких. Как-то так. Здравствуйте, Аслан. Диктатуры разваливаются всегда. Здравствуйте, Метис. Ну, что значит всегда, да? Когда-то всему приходит конец. И империям приходит, и диктатурам приходит конец. Но как долго это продлится? У нас всего одна жизнь. Например, в Сирии из поколения в поколение передается вот эта диктатура. Понимаете? Например, в Азербайджане, например, сейчас Алиев себя ведет очень странно, конечно, не так, как обычно он себя ведет, но мы знаем, что его отец был министром иностранных дел, по-моему, да, или председателем КГБ был, да? Сейчас я быстренько узнаю. Одну секунду. И тоже по наследству передается власть. Да, там может быть не такая жестокая диктатура, но так, Гейдар Алиев, Алирза Аглы Алиев, советский, азербайджанский государственно-политический деятель, третий президент Азербайджана, 1993 по 2003 год. Ранние годы карьеры в СССР. Родился 10 мая 23 года в Нахичеване. Окончил Нахичеванский педагогический институт. Учился в Азербайджанском индустриальном институте, но не завершил обучение из-за войны. С 1941 года служил в органах НКВД. Затем КГБ Азербайджанской ССР. В 1969 по 1982 год первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. 1982 по 1987 первый заместитель председателя Совета министров СССР. Представляете, с 1941 года служил в органах НКВД. Значит, во время войны Гейдар Алиев был НКВДшником. А вы знаете, чем занимались НКВД в годы войны? Да, это заградотряды были. Это очень жесткая система была.
Президентство. После военного переворота 1993 года стал президентом Азербайджана. Выиграл выборы 98,8%. Белиссимо. Почти 100%. Хорошо, что не 107. Переизбравшись в 1998 году 76%. Но это уже по-божески. Его правление ознаменовалось стабилизацией экономики, развитием нефтяной отрасли, например, нефтепровода Баку-Тбилиси-Джайхан, и укреплением независимости страны. Алиев считается архитектором современного Азербайджана. Его имя носят аэропорт в Баку, культурный центр, улицы, парки и памятники в Азербайджане и за рубежом. А мы удивляемся, почему Кадыров везде там нам навешивают. Так это же методы КГБ. Вот навязать в наглую вам то, что вы видите, то, что вам должно внушить. Парки, памятники в Азербайджане и за рубежом. Турция, Румыния, Россия, Украина. В Азербайджане существует направление Алиева-введение, изучающее его биографию. Ну, прям как Ленина изучать. Некоторые международные наблюдатели отмечали авторитарные методы правления и нарушения на выборах. Его сын Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году и продолжает занимать этот пост. Почти как Путин. Ильхам Алиев у нас заседает. Имя Гайдара Алиева увековечено на многочисленных объектах, включая международный аэропорт. Там, это уже все было. Так. Вот такие вот дела. Но справедливости ради нужно указать. Конфликт Гейдара Алиева с Россией, а он у него был, связан с несколькими ключевыми аспектами, которые возникли в основном после распада СССР в период его президентства. После возвращения к 1993 году Алиев проводил многовекторную внешнюю политику, стремясь вывести Азербайджан из-под влияния России. Он активно развивал отношения с Западом, США и Турцией, что вызывало недовольство Москвы, рассматривавшей постсоветские пространства как зону своего влияния. Ключевым моментом стало подписание в 1994 году контракта века, соглашение с западными нефтяными компаниями о разработке азербайджанских месторождений в Каспийском море. Россия выступала против этого, так как хотела сохранить контроль над энергетическими ресурсами региона. Во время Нагорно-Карабахского конфликта 1988-1994 год Россия, по мнению азербайджанской стороны, поддерживала Армению, предоставляя ей военную и политическую помощь. Алиев считал, что Россия использует конфликт для давления на Азербайджан, чтобы удержать его в своей орбите. Алиев отказался от предложений России по урегулированию конфликта, которые, по его мнению, не отвечали интересам Азербайджана, и искал поддержку у международных организаций и западных стран. И я скажу, что он не ошибся. Но как можно, если Россия, она и есть инициатор вообще самого этого конфликта, армяне там только инструмент, и потом еще договариваться с Россией на невыгодных условиях. Он искал на Западе поддержку, в частности в Турции, и добился того, чтобы земля вернулась. Ну, это заслуживает уважения и говорит о его мудрости. Алиев также отказался от размещения российских военных баз на территории Азербайджана, что противоречило интересам Москвы, стремившейся сохранить военное присутствие в регионе. Проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джайхан, инициированный Алиевым, стал важным фактором конфликта. Этот маршрут транспортировки Каспийской нефти в обход России через Грузию и Турцию подрывал российский контроль над энергетическими потоками. Россия активно лоббировала альтернативные маршруты через свою территорию, но Алиев настоял на БТД Баку-Тбилиси-Джайхан, что усилило напряженность. В советский период, 80-е годы, Алиев, будучи членом Политбюро ЦК КПСС, попал под давление в ходе антикоррупционной кампании, инициированной Горбачевым.
Его отставка из Совета министров СССР в 1987 году была воспринята как попытка ослабить его влияние, что создало личные обиды. После распада СССР Россия подозревала Алиева в поддержке чеченских сепаратистов, так как через Азербайджан шли некоторые каналы снабжения. Алиев, в свою очередь, обвинил Россию в поддержке оппозиционных сил в Азербайджане, пытавшихся дестабилизировать его режим. Несмотря на периоды напряжения, Алиев старался поддерживать прагматические отношения с Россией, избегая открытой конфронтации. Он балансировал между Западом и Россией, чтобы обеспечить независимость и экономическое развитие Азербайджана. Конфликтные моменты были скорее частью геополитической борьбы за влияние в регионе. Но надо признать, что Гейдар Алиев принимал чеченских беженцев, там лечились чеченские бойцы, и мы благодарны азербайджанскому народу и руководству Азербайджана. Конечно же, помощь была недостаточной, ее было мало, но, как говорится, друг познается в беде. Многие и этой помощи не оказывали. Ну вот такая вот история вышла по поводу Азербайджана. И я считаю, что сейчас, то, что сейчас делает Алиев, это правильно. Считаю, что Ильхам Алиев должен продолжать эту линию. И я думаю, она будет продолжена. Он заручился поддержкой Турции, соответственно, НАТО, США, Великобритания. С Арменией они договариваются. Это тоже хороший знак. Очень хороший знак. Это очень хороший знак, друзья. Поэтому будем наблюдать. Но есть один момент. Я вам давно говорил, что готовит Турция и свое видение, свою аналитику на этот счет. И я вижу, что из нас хотят сделать какое-то исламское государство, какой-то Кавказский Эмират, который Дагестан, Ингушетия, Ичкерия там, и так далее. Короче, российские провинции хотят объединить с нашей суверенной независимой страной, и как бы плевали мы на выбор чеченского народа. Вот так я это вижу. Если будет в этом направлении происходить, ну я, конечно, с этим не согласен. Мы правовое демократическое государство, и нам нужно привлечь к ответственности наших убийц. И забывать мы им, и прощать мы им это не собираемся никогда. Даже посмертно мы их будем судить. Даже если не успеет наше правосудие до них добраться и наши специальные органы, мы им этого никогда не простим. Но создать какое-нибудь там халифат или имарат или еще там что-то какое-то религиозное объединение, нам это не интересно. У нас есть выбор народа, у нас есть свое государство. За это государство тысячи и тысячи сынов и дочерей чеченского народа сражались, погибали, отдавали свои жизни. Поэтому нам это не интересно. Но все идет к этому, как я и говорил. Все, нам пытаются это все представить, пытаются нам вот так это все преподнести. Ну, посмотрим, что из этого получится. Знаю одно, что любой, кто начнет это говорить, это враг чеченского народа. Там появится какой-нибудь там, я не знаю, деятель вроде Закаева там, или там еще кого-нибудь, и будут нам рассказывать, что мы должны построить там какой-то совместный и Кавказский Эмират и так далее, то это враг чеченского народа, и это делается, чтобы мы стали марионетками Турции, были марионетками России, представители власти, потом появятся марионетки Турции. Нам это не интересно, мы хотим жить в своем свободном демократическом государстве, где будет не один царек сидеть, как от Кадырова к младшему Кадырову, или там от Алиева к младшему Алиеву, при всем уважении там, к Азербайджану и к Алиевым. Просто нам это не интересно. Мы свободные люди, у нас есть свой парламент,
И мы будем жить так, как мы хотим жить. Так как, а не какой-то там царек будет, который будет отрубать головы только за то, что там у тебя борода недостаточно длинная, ты слушаешь музыку или там еще по какой-то причине. Это нам не интересно. Если мы в таком виде будем, это очень выгодно России, чтобы мы не имели, не стали субъектными, чтобы мы не могли спросить с России. Ну, я думаю, договоренность такая, у меня есть подозрение, у России есть договоренность с Турцией такая договоренность. И нас попробуют там пристегнуть там к какому-нибудь Баку. Ну, если к Баку, в принципе, если на равных будем, то я ничего плохого в этом не вижу. Но вот с российскими субъектами объединяться в какое-то исламское образование нет. Ну и с Баку тоже, я не имею в виду, что мы там объединиться и стать там единым государством. Нет. Союзным государством, Кавказским домом, наподобие Европейского Союза. Вот это мне нравится. Вот за это я стою. Так. За исламофобию Нокс покидает наш прекрасный чат. Исламофобия запрещена. Ассаламу алейкум, я тебе сегодня звонил в конце 11. Ва алейкум ассалам. Много кто звонил, но я пока вам никому отвечать не буду, друзья. Дайте мне отдохнуть, дайте мне отдохнуть. Так. Всем известно, что во главе Кремля иноагент. Ютубик. Ютубик. Так, давайте, кстати говоря, вернемся к названию нашего стрима. Наш стрим называется «ФСБ сливает Россию. Дежавю СССР». И знаете, есть все основания полагать, что ФСБшники сдались, продались Западу. И в частности, я полагаю, что это лично персона в виде Путина. И именно поэтому, мне кажется, Трамп поддерживает с ним контакты, связь, хотя как бы очень на него зол. Но Путин играет свою игру при всем при этом. Он как бы и продался, и сдает потихонечку там. Ну вот как сдали Сирию. Да, это же Башара Асада перевезли на базу, российскую базу в Сирии, а потом быстро эвакуировали в Москву. И никакого сопротивления не было. Там десятки, сотни тысяч вооруженных формирований асадовских. Они могли оказывать еще очень долго сопротивление. Но вот быстро его Путин вывез к себе. Это никто не заметил. Вы помните, как Дурова сдал Путин? Он встретился в Азербайджане с Дуровым, да, вроде бы с Песковым якобы встречался. Может, и с Песковым там Путину некогда было с этим шнурком общаться. И отправил его во Францию. Быстренько приняли во Францию. А чего так поехал Дуров во Францию? И вот сейчас, если вспоминать, там много-много признаков. Сдача Китаю, Дальнего Востока и Сибири, которые уже практически происходят. Да, какие-то ФСБшники внутри страны там что-то копошатся, там пытаются. Там, нет, мы там Россию не сдадим и так далее. Но по факту Путин уже, мне кажется, давно сливается. И вот эти события, которые сейчас произошли с убийством 2 азербайджанцев, они мне тоже кажутся искусственными. Вы меня, конечно, простите за мою версию, но это так, как будто все было готово для этого. Понимаете? Забирают азербайджанцев, 2 убивают, забивают просто до смерти. И потом, бум, такой резко, такой взрыв информационный. И все, и BBC, и «Настоящее время», английский, американский, все об этом начинают писать и говорить. А я уже заметил, что не только русские ведут соответствующим образом, но и западные себя журналисты ведут по какой-то там невидимой дирижерской палочкой кто-то машет, и все, раз, и какие-то процессы происходят. И нам нужно наблюдать за этим, нам нужно постараться разобраться с этим. И сейчас, вот какая-то вот странная вот ситуация, не находите? Конечно же,
было бы все отлично, если бы мы вот не погружались в большую кровь, в большую войну. А мы просто безвозвратно, безальтернативно погружаемся туда. Понимаете? Это просто неизбежность такая, которая вот уже очевидна. Это будет нападение на Кавказ, уже происходит, избиение происходит. Чеченцев, вот сейчас я видел недавно ролик, избили, там азербайджанцев избивают, там других таджиков, узбеков уже давно прессуют, избивают. И, ну, мне, по всей видимости, ситуация будет в этом направлении только усугубляться. И Россия погружается в такой страшный хаос. Страшный такой кровавый хаос будет погружаться. И будут теракты, будут убийства, и все за этим стоят опять те же ФСБшники. Они все это координируют, контролируют, ну, в силу своих возможностей. И такое какое-то такое странное у меня ощущение по всему, что происходит. И у России нет будущего. Вот сегодняшняя Россия, как Советский Союз, она перестает существовать. И у меня такое дежавю появляется. Тогда тоже, когда разваливался Советский Союз, в конце 80-х, в начале 90-х, резко появились какие-то бандиты. Менты ничего не делали. ФСБшники заползли под корягу, КГБшники тогда, заползли под корягу. Милиционеры вообще с ментами, с бандитами на короткой ноге были, у них кормились, от них кормились. Ну, кто-то ждал им эту команду, а потом все начало закручиваться. Все эти банды, когда передел собственности Советского Союза закончился, когда развязали уже войну, уже к началу развязывания войны против чеченского народа и государства, то тогда уже начали этих бандитов прессовать. Они, конечно, потом уже по инерции очень многое развелось, потому что все контролировать ФСБ не может. ФСБ может создавать их, может контролировать руководителя. Но если этот руководитель скажет, что он ГБшный стукач, то все бандиты его сами на лоскутки порежут. Все воры в законе тоже, в основном все воры в законе, они работают на КГБ. Это специально создавалось под это все это дело. Институт воров в законе, так называемый, для того, чтобы контролировать. Ведь России две, как мы знаем. Одна Россия, это которая на свободе, а другая Россия, это которая в тюрьме. И эту в тюрьме, которую нужно было контролировать. И тогда создавались вот эти воры в законе. С кодексами там, нельзя иметь, просто задумайтесь, нельзя иметь жену расписанную, нельзя иметь прописку. Очень удобно для КГБшника под прикрытием, у которого есть жена и есть там прописка где-то, что ему нигде нельзя прописываться, нигде нельзя иметь жену, то есть, соответственно, ему как бы обзаводиться новой семьей, детьми нельзя, потому что он же КГБшник. И вот тогда вот создавались эти банды, и эти банды, они возглавлялись, руководство было КГБшное, а молодых пацанов, которые за деньги готовы там морды бить, там людей убивать, там крышевать кого-то, напрягать спортсменов там и так далее, их просто использовали как мясо. И я еще замечу вам, вы обратили внимание, на России появились вот эти бойцовские клубы разные. Там какие-то одного, второго, третьего, там какие-то там деятели. Все они связаны с армией и с ФСБ. Все, просто все, поголовно вот эти бойцовские клубы, они связаны. И туда набирается вся молодежь. Реклама же идет мощнейшая сейчас идет. Там бойцы, заработал денег, там это, то, все, там, ну, пародия на UFC, но все равно. Достаточно же этих бойцов просто молодежь затягивать туда для рекламы. Вот эта молодежь затягивается. И все. А я знаю этих бойцов. Я когда жил в Москве, я очень много общался. У меня были знакомые, там, друзья, третье, десятое. И, ну, ты слышишь, о чем общаются, о чем говорят. Там, один связан там с гибней, другой связан там с другими, с кадыровцами, там, это если чеченцев брать. Я и русские, такая же тема. И эти останутся, эти действующие, может, офицеры или, может быть, прямые агенты ФСБ, ну, если очень не нужно будет их ликвидировать.
А вот эта вся молодежь, которая абсолютно просто ради денег, там, ради хайпа, там еще чего-то, она вся в расход пойдет. Как пошли бандиты 90-х годов. Лихие 90-е, говорят. Конечно, они были лихие. Это ФСБшники те впустили этот термин, КГБшники. Лихие 90-е. Конечно, это были лихие 90-е, потому что именно ФСБшники вот это все подняли. Просто они сейчас начали раньше готовиться к этому. Понимаете? И, видимо, более опытно, они более профессионально к этому подходят, с учетом того опыта, который у них был. Понимаете? И сейчас заранее они там целые шоу делают, эти бойцы дерутся там, 30 и это все гибня. А все ГРУ, военные, это тоже гибня. Военной армии уже нет, как в советское время была мощная армия, потому что нужно было воевать с Америкой, с Западом, выделялись там, по-моему, 80% бюджета СССР уходило на ВПК, военно-промышленный комплекс. И военные, генералы, хоть и руководство там вверху и сотрудничало с КГБ, но при всем при этом армия была относительно свободной. Там были люди, которые об этом Джохар Дудаев говорил. Армия была, я исхожу из его в первую очередь слов, что она как независимый орган был. И она немножко уравновешивала вот эту власть КГБ. Но потом все это потерялось. А сегодня вот в современной так называемой демократической фашистской России армия это ничто. Это все марионетки. Их используют. У ФСБшников сейчас много денег. Они просто этих военных покупают, как эти ЧВК Вагнеры, ЧВК Кадыров, там, ЧВК другие. Ее просто покупают военные. Просто продаются. Никакой родины, никакой там российский народ, там никому они не служат. Они служат бабкам, служат ФСБ. Ну и, конечно, сейчас ФСБ она тотально просто доминирует во всех областях, там, начиная от... Она и раньше, конечно, так доминировала, но сейчас она и политически открыта. Посмотрите, все, сам Владимир Путин, бывший офицер ФСБ, Дмитрий Медведев, стукач ФСБ, который в Санкт-Петербургском, Ленинградском государственном университете стучал, на меня лично стучал. Меня лично пособник ФСБ меня отчислял из университета. Поэтому все тотально ФСБ, понимаете? Даже когда об этом писал Абдурахманов Тарханов, об этой системе, о том, что КГБ это суть, основа России, Советского Союза. Сейчас дела еще хуже. Все полностью. Он там пишет, что КГБшники, только там, по-моему, Андропов поднялся до уровня, третий был КГБшник, который поднялся до уровня ЦК КПСС, центрального аппарата. Сейчас там все захвачено КГБшниками, все принадлежит КГБ. Поэтому вот такая вот ситуация, и они к этому готовятся. И будет все очень, да. Так, чертовка. Шалом алейхум. Спасибо за подарок. Витаю вас, Олег. Я вас тоже витаю. А где гарантия, что нынешний Алиев до сих пор не работает на ФСБ, и эти терки просто для отвода глаз, типа они заодно? Я думаю, что эти терки имеют далеко идущие последствия. Это просто так, и я полагаю, не закончится. И ничего не мешает. Смотрите, есть учреждение ФСБ, КГБ СССР. Это и Алиев туда входит, и Казахстан туда входит, и Украина туда входит. А хоть и Зеленский не является выходцем из КГБ, но все равно там система до сих пор в Украине очень мощно существует. И мы это видим по разным Невзоровым и всем остальным, которых я ранее перечислял. Ну и все остальные республики. И у учреждения КГБ СССР задача не спасти русский народ, как они наивно верят, эти русские, что им рассказывают, что вот вас там КГБ спасает. КГБ не спасает. КГБ использует русских как материал для достижения своих целей и удержания власти.
Понимаете? Самое большое влияние, воздействие, пропагандистское воздействие оказывается именно на русских в России. Именно на русских. Они просто из них сделали уже зомби. Что телевизор им говорит, еще это же не просто одной пропагандой делается. Это делается запугиванием, убийством из поколения в поколение, из поколения в поколение. Ведь их ведь перемалывали. Понимаете? Ведь одна часть сидела, другая охраняла. И вся Сибирь, это же все зэки, все потомки зэков, куда туда там. Редко, когда комсомольцы добирались там на разные там стройки большие и оставались там. А так в основном это все зэки, там потомки зэков, поколение людей, которые родились в основном даже не от криминальных, а от политических. Всех уничтожались. И русские фактически уже из себя уже не представляют ничего, кроме вот массы пропаганды. Если им всю эту пропаганду убрать, они могут сойти с ума. Если им объяснить вот это все, и они все поймут, насколько они инструмент в руках вот этого КГБ, они просто взорвутся, у них мозг взорвется просто. Это вот такая вот ситуация. Поэтому для КГБ очень важно сохранить свое учреждение, свою систему, не нести ответственность. И я думаю, их сохранят. Их сохранят, я думаю. Понимаете? Вот это все деление, вот это все вот эти процессы, которые идут, они просто остановятся на том, что да, вот виновные военные, уже военные же крайними делаются на России. Во-первых, их стачивают, их уничтожают. Да, там какие-то генералы, там, если Путин кого-то поздравляет, ну там жену поздравлял какого-то сейчас уничтоженного генерала российского, это значит, что за этим вполне может стоять сам Путин. Он просто убирает тех людей, которые ему дает там украинцам на водку, вот там находится. Конечно, украинцы тоже без дела не сидят, сами тоже выслеживают, ликвидируют их. Но очень странные какие-то вещи происходят. Вы не заметили? Поэтому Путин и ФСБ это самая опасная структура и вообще гидра для военных в первую очередь. Для русских патриотов это самые опасные. Хотя русские патриоты и военные стучат и работают на это КГБ. Многие из руководства там и так далее. Поэтому вполне возможно, ведь когда Дуров полетел в Париж, да, и где его задержали, а, кстати говоря, военные, как была утечка там информации, была публикация, что россияне, российские военные в Украине пользуются именно телеграммом, так как на Западе там очень трудно их отследить, там, прослушать там, и так далее. Потому что этот российский был когда-то, была социальная сеть. И вот из Азербайджана, из родного, дорогого Азербайджана, быстро вылетел и добровольно сдался. А теперь изображает из себя какого-то героя, что нет, там русские не продаются и так далее. Поэтому вот такая вот интересная загогулина получается. Не знаю, посмотрим, будем наблюдать. Привет, 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 чертовка, привет. Спасибо за подарок, я сказал тебе. На всякий случай второй раз. Салам алейкум из Баку. Кто-то против, что ли, про Баку? Валейк салам, Гавказ. Гавказ. Нет, против Баку, против никого тут нет. Так. Алиев молодец, говорит. Гарибали Алиев. Главное, чтобы вам, азербайджанцы, нравилось. Нравится вам? Полный вперед.
другой тему можно говорить. Алиев все правильно делает. Договорились, все, договорились. Говорим про другую тему. О, сколько защитников Алиева здесь. Слава Ичкерии, героям слава. Ассаламу алейкум. Кто ваши убийцы? Ва алейкум ассалам, момент море. Что ты имеешь в виду, кто наши убийцы? Азербайджан с вами, братья чеченцы, вы еще обретете свободу от расистов. Дай Бог, Асен, дай Бог, дай Бог. Большим уважением к азербайджанскому народу. Экономика есть сейчас, на дотации Арашки нормально живется, а потом как? Моменты море. Ну вы же все грабите, вы же вывозите, нефть вывозите. Ваша Роснефть, там, Сеченская, Путинская, выкачивает нефть. Например, там банки, Патрушевский, Россельхозбанк. Вы же у нас все грабите, вы же грабители, вы же не просто, ну у вас там президенты нефть воруют, а ваши солдаты унитазы бэушные воруют. Поэтому вы же сами грабители, вы же воры. Вот грабители просто, разбойники, бандиты. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Мы справимся, не переживай за нас. Не переживай, ничего страшного, переживем как-нибудь. Останемся без ничего, там, будем траву есть. Ну, не волнуйся, не волнуйся. Просто за своим кораблем, хорошо? И все будет отлично. Ну и потом платите нам еще. Так. Подождите, я куда-то слишком далеко ушел. Вы забыли, как мы в Великую Отечественную по Германии шли. Вам всем мало повторить. Опять забыли историю, говорит Анатолий Кадочников. Анатолий, знаешь, когда шли по Германии, тогда шли не только русские, шли казахи, таджики, узбеки, грузины, азербайджанцы, чеченцы, с одной стороны. А с другой стороны шли англичане, французы немножко, американцы, поляки и много-много кто. Понимаешь? Ты понимаешь, на что я намекаю? Подумай об этом. Подумай. Сейчас вы одни. Понимаете? И азербайджанцы, и грузины, и украинцы, которые огромный вклад вложили, все советские народы, кроме нашего бедного чеченского многострадального народа, который оказался под оккупацией, которого вы сейчас гоните обманом, страхом на войну против Украины. Вот этих людей с вами не будет, они будут против вас.
понимаешь, будут против вас. Так что нужно, как говорится, оценивать себя по своим возможностям. Аскаров Эльдар, а вы сами-то как к Алиеву, так Алиеву как относитесь, говорит. Ну, знаете, я отношусь к Алиеву так, как к нему относится азербайджанский народ. Вот как они к нему относятся, так я отношусь к нему. Спасибо, без навсегда. Чеченский и азербайджанский народы едины. Вместе мы братья. Без навсегда. Спасибо. Я тоже с большим уважением отношусь к азербайджанскому народу. Нордик Невский. Очкарик, гостей жди. Джигит должен отвечать за свои слова. Нордик, уже 6 лет сижу, уже больше 6 лет за этим монитором, на этом канале. И приглашаю вас, жду вас. Но почему-то вас нету. Где-то вы попрятались, супер грозители. Куда вы попрятались? Свети, свети рожу свою гиблую, говорит. Лиза, Алиса. Лизак, если бы ты знала, какое чувство я испытываю вот к таким, как вы, русским имперцам. Просто как дохлой скотине. У меня к вам вообще нет никакого отношения. Понимаешь? Просто вы как к дохлой скотине я к вам, русским имперцам отношусь. Они думают, если они здесь пишут, что там угрозы, там туда-сюда, я должен буду испугаться. У них такое воздействие они пытаются оказать. И именно УНСО помогали ичкерийцам. Да, УНСО нам помогали, украинские патриоты нам помогали, украинские националисты, патриоты помогали. Слава Ичкерии, героям слава. Героям слава. Теперь молодые поколения Южного Кавказа будут работать где хотят, в любой точке мира. Уже от России тихо-тихо все уходят. Все жалуются, что русские нас всех оскорбляют. Шамиль Кахризли. Да, совершенно верно. Жаль, что вы только сейчас это делаете. Жаль, что когда был геноцид чеченского народа, вы это не делали. Очень жаль. Жаль, что вы тогда не начали вместе с нами, со всеми, ограждаться от России. Очень жаль. Очень жаль, что весь мир наблюдал, как нас уничтожают.
Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Каждый, как говорится, думает о себе. Каждый думает о себе. Так, друзья, я перемотал вниз. Эль Греко, ты что это несешь? В 97 году вы подписали капитуляцию. Говорит. Именно поэтому и написали Чеченская Республика Ичкерия, да? Я понимаю, что вы пытались представить это как капитуляцию, вы пытались нас обмануть, вы пытались манипулировать, выкручивать руки. Но капитуляцию никто не подписал. А где у вас в Конституции Чеченская Республика Ичкерия, которую мы специально переименовали, чтобы не быть похожей на вашу Конституцию? А ты знаешь, что в юридическом смысле одно слово, даже одна запятая имеет решающее значение? А ваш президент Ельцин говорил, что Чеченская Республика Ичкерия. В документах написано Ичкерия. Хотя на переговорах, где был Удугов, Закаев и другие некоторые товарищи, которые сейчас, как выясняется, сделали все, чтобы уничтожить чеченское сопротивление. Да, были агенты, которые пытались подыгрывать вам, играли за вас, и вы пытались обмануть, и так далее, и так далее. Ну, как это получается? Капитуляция подписана, а вы пишете Ичкерия. Ваш Ельцин хочет сесть во главе, представить как капитуляцию. По документам, обманом, там хитрый, разделив на блоки, переговорный процесс, там, ну, много чего пытались, купить пытались, запугать. Вот Аят Эдигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и ближайший соратник Джохара Дудаева, вот у меня в стриме это рассказывал. И он говорил, что его пытались запугать, там, не помню, Казанцев, по-моему, предлагал ему 2 роты солдат, там, куча денег, все, что он пожелает, чтобы для охраны его, там, семьи и так далее. Ну, все ему предлагал. Главное, чтобы там он согласился. Когда он не согласился, он начал там кричать, там, орать, там, и туда-сюда. Хотя я думаю, Аят чемпион и мастер спорта по вольной борьбе, он его сломал бы вот так в бараний рог, этого алкаша. Ну, вот так вы делали. О какой капитуляции ты говоришь? Когда Ельцин встретился с Яндарбиевым, вы хотели напротив Завгаева посадить, а Ельцин во главе стола. А Яндарбиев не дал. Это весь мир видел. Понимаешь? Да, конечно, мы хотели спасти своих людей. Понимаешь? Мы же не сдались, не покорились, не получали жалования и не жили в Калуге. Правильно? Мы дальше продолжили сражаться, когда вы вновь пришли к нам. Понимаешь? Все вот эти, кто покорились якобы, они продолжили, капитулировали якобы, они продолжили бороться. И вы их убили всех. И, конечно, против вашей лживой, подлой, вероломной страны, конечно, вы сделаете любую подлость. Вы делаете против меня уже любую подлость. Хотя я никакой не политический деятель, а всего лишь блогер, правозащитник. Все равно вы ничего не можете с нами сделать, понимаешь? О какой капитуляции ты говоришь? Слышь, это исключено. Мы же чеченцы, понимаешь? Это вы капитулировали. Ваш Путин уже капитулировал Западу, Америке, Англии. Ваши ФСБшники в очереди стоят в Лондоне, сдаются. Информацию сливают себе, просто пытаются выторговать. Я, кстати говоря, Кадырову тоже предлагал. Давай я договорюсь, там это. Ну, Кадыров, он марионетка КГБ, у него власти нету. Власть, решения принимают ФСБшники. И они власть. И они сейчас все бегут. А вот эта вся агентура, она под расход пойдет. Они будут заслонами
перед украинскими войсками, азербайджанскими, азербайджанско-армянско-грузинскими войсками и чеченскими, вероятно, тоже войсками. Потом еще в той Средней Азии, Центральной Азии к вам еще, я думаю, пожалуют. Тоже у них есть вопросы к вам. Ну и потом, полагаю, что Европа, Запад, который сейчас вооружается, в следующем году, может быть, может даже в этом году, у вас будут очень большие потрясения. Кстати говоря, сегодня как раз смотрел новость. ФСБ, как известно, КГБ, НКВД имела свои тюрьмы, да, и помните расстрельные тройки, когда 3 идиота с 2 классами образования просто садились там, ставили печать, подпись, расстрелять, расстрелять. У кого жена красивая, расстрелять. У кого квартира большая, расстрелять. У кого там еще чего-то отобрать можно, расстрелять. И вот людей расстреливали. И после вот этих всех чисток, всего этого, ваша ФСБ, как бы прикидываясь каким-то супер демократичным, цивилизованным, как у любой спецслужбы, не имеется в наличии ни судебных органов, ни тюрем, понимаете, ни конвоев для доставки задержанных, там, арестованных, там, осужденных. Сейчас все это возвращают, все, они уже закон принимают, они хотят, чтобы у них свои тюрьмы были, они хотят, чтобы сами они конвоировали людей. Ну и, конечно, судебная система, в принципе, они ее, наверное, оставят. Потому что она как была при Сталине, абсолютно про-КГБшная, просто их марионетками, так и остается. Понимаете? Я просто работал адвокатом и очень хорошо знаю эту кухню, вот эту судебную, там, адвокатскую там, и так далее. Очень хорошо я просто понял, что из себя это представляет. Поэтому там, когда ФСБшник, районный начальник звонит ФСБ, там, судья, главный судья по стойке смирно встает и приказ по телефону исполняет, и любой приговор выписывает. Поэтому вас вот это все ждет. Вас всех будут брать в ежовые рукавицы, так сказать. Так что вас ждут очень интересные вещи. А ты про нашу капитуляцию говорит. Вы не дождетесь нашей капитуляции. Вы мечтаете о нашей капитуляции. Понимаете? У нас президент Аслан Масхадов, которого просто обманули безбожно. Безбожно его обманули. Там вся эта агентура вокруг него, КГБшная, ГРУшная, военная, он сам полковник вооруженных сил России был. И вот этого человека обманули. Но он не стал на колени, он не предал и не продался. Хотя мог бы жить лучше, чем Кадыров, с большим уважением имеется в виду. Но нет, он умер. Ни Докка Умаров не сдался, ни Абдулхалим Садулаев не сдался, ни Индарбиев Зелимхан не сдался, ни Джахар Дудаев не сдался, ни Аяд Эдигов не сдался, никто не сдался. Вот настоящих лидеров. Были вот эти КГБшники вокруг, которые ошивались, да, некоторые сдались, некоторые там перебежали, разное было. Но настоящие наши лидеры, принимавшие решения, люди, которые заслужены были, они все остались на той позиции, на которой были. Нет у нас такой опции сдаваться, капитулировать и так далее. Хотя, если у тебя неизбежна смерть, я советую их тогда, когда наши бойцы оказывались окруженные в доме, там 18-19-летние пацаны, которые не сдавались и гибли. Я писал, говорил, нужно сдаваться. Не надо давать себя убивать просто так. Пусть будет суд, пусть им дадут большие сроки. Но это будет зафиксировано, это будет процесс, они останутся живы, это будут живые свидетели. Хотя, какую информацию он имеет? Никакой, в принципе. И в конце срока вы их еще и убиваете в тюрьмах. Вот кто против вас воевал и на ваш взгляд не изменился. Я призывал, писал, говорил об этом. Нужно сдаваться, не нужно им погибать. Потому что это рядовые люди. А лидеры у нас не сдаются. Лидерам сдаваться нельзя. А рядовым, если есть возможность сохранить жизнь, нужно сохранить.
Асна, как ты думаешь, Украина проигрывает войну, мне пишут здесь в ТикТок? Нет, конечно, Украина не только не проигрывает войну, Украина уже так подноровилась, да, приспособилась к этой войне. Она уничтожает каждый день, просто вот стачивает всю вот эту ГБшную вот эту орду, которую они засылают в Украину. Нет, конечно, Украина не может проиграть. В тылу проблемы. В тылу огромные. У нас то же самое было. Они русские не воины. Понимаете? Не воины русские. Как сами по себе они не воины. Они не хотят умирать. Это титульная нация. Они хотят посылать туда чурок там разных, там как они нас называют. Других, третьих, черных, чурки нас, да, по-разному они нас называют. Вот их, они должны воевать. В советское время у них была большая империя, их они посылали туда дальше и так далее. А сейчас самим приходится воевать, понимаете? Не так много чурок осталось на России. Поэтому они не могут ничего сделать. Абсолютно ничего они не могут сделать. Они просто уничтожаются. Просто об стену огня и свинца разбиваются насмерть. Вот все, что с ними происходит. Никогда они не победят Украину. Все, закончилась лафа, как говорится. Нагорный Карабах азербайджанцы вернули? Вернули, как только Гейдар Алиев выбрал правильную стратегию на Запад. Понимаете? Да, дольше это заняло времени, проблемы с Россией были, все остальное было. Ну, взяли и вернули при помощи той же Турции, того же Израиля, скорее всего, и других там моментов. Поэтому нет, конечно, Украина сейчас не проиграет. А украинцы воины. Воины, им не хватало тогда раньше, сил не хватало. Там, почему Россия побеждает в этих войнах? Во-первых, она всегда нападает на более слабого противника. Всегда, всю свою историю русская империя нападает на слабее себя. Перед равными или сильнее себя она виляет хвостом, любой холоп и слуга позавидует их вилянию хвоста перед сильными, перед Америкой. Посмотрите. Америка для них Бог. Бог для них. Они как бес, который боится Бога, но все равно вот пытается что-то натворить плохое. Вот у них вот такая вот ситуация сворачивается. И у Украины не было сил. Украина была слабым государством, ослабшим государством. И Россия не военным путем побеждает, а подкупом, обманом, подлостью, данным словом нарушая его. Вот этими методами. Вот в этом они специалисты. Нужно признать. КГБ, ФСБ, в этом смысле они специалисты. Да, тупые, очень много тупых есть, но есть и грамотные люди. А так абсолютно побеждает не военным путем. Не военным путем. А в Украине был главный штаб, наверное, так, да, можно сказать, КГБ, еще для вербовки и отправки агентуры в Европу, а также для контроля за Украиной. Потому что Украина для России, для русских это очень важно, для КГБ. Русским без разницы. У них и северокорейцы сейчас братья, там, сирийцы им братья были, асадовцы. Там, ну, им телевизор что скажет, вот у них тот и брат. Без разницы. Сейчас у них Кадыров брат, Алаудинов брат. Вчера чеченцы самые ненавистные люди были. Теперь у них Алаудинов брат. Ну, они такие, что им скажут, то и хавают. Короче, им абсолютно без разницы. Главное, безопасно. Соглашайся со всем, что говорит телевизор. Значит, безопасно. И сейчас уже, да, на фронте, как обычно, украинцы бьют врага, русского оккупанта, российского оккупанта. А в тылу все плохо. Да, какие-то чистки, какие-то там подвижки есть. Ну, что-то я слабо вижу эти подвижки, хотя я хочу поддержать, я хочу там болеть там за СБУ, за ГУР и так далее. Ну, что-то не особо радует и ГУР, и СБУ и так далее. Ну, может быть, исправится. Я надеюсь, это просто не быстрый процесс. И если я кого-то там сильно
задеваю этим, то просто не терпится быстрее результатов увидеть. Аслан, значит, есть надежда, что наши земли вернутся. Луки, я не знаю, о какой земле ты говоришь, и если ты имеешь в виду об деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, то это произойдет неизбежно. Россия, фашистская Россия, она потерпела вот с первых дней, когда она напала на Украину, она стратегически проиграла. Нет у нее никаких шансов победить Украину. Никаких. Вот и все. Как это произойдет? Это от нас зависит, если речь о нас с тобой. Организуемся, соорганизуемся. Вот так мы и поведем себя. Да, наш чеченский народ находится под плотным прессингом не только физического там, насилия, но и под... вот забанили меня опять в ТикТок. Так, короче говоря, ну вот банят постоянно. Разжигание ненависти там и так далее. Ну ладно. Будем тогда без ТикТока, да? Без ТикТока. Ну, алейкум, да. Вот такие вот дела, друзья. Банят, сидят и днем и ночью, и тут там следят, отслеживают нас. И вот таким вот образом Россия ведет свою борьбу, и никогда она не победит Украину и так далее и тому подобное. Давайте дальше к вашим вопросам. А сам Боровой призывает граждан Украины сдаться. Не слышал я, Мамад, я этого не слышал. Но, знаете, Боровому я абсолютно не доверяю. Боровой это очень такой глубоко законспирированный, глубокого бурения, так сказать, на мой взгляд, товарищ. Поэтому абсолютно ему не доверяю. И да, может, призывает. Им очень важно сломать веру украинцев в победу. Им очень важно. Понимаете? Очень важно. Необоснованно завышенная самооценка имперцев сыграет с ними злую шутку в будущем, которое уже, думаю, недалеко. Да, я думаю, позитрон, да, совершенно верно. Они уже перешли все границы, все рамки. Знаете, когда-то, когда империя была большая, еще у них вот эти остатки вот этой былого величия, да, мечт, что они какие-то супервеликие, у них осталось. А на самом деле их просто утилизируют. Бедолаги. Хотели бы вы в своей стране правителя, как Ильхам Алиев? Я не знаю, что такое правитель. У нас есть демократическое правовое государство. И у нас есть должность, главная должность, это президент, который избирается на 5 лет. На 5 лет. Поэтому я хочу видеть президента, которого изберет чеченский народ. Правители нам не нужны. Короли нам не нужны, цари нам не нужны. Никем поставленные ставленники Турции там, или кем-то другим нам тоже не нужны. Нам нужен президент, которого изберет его величество, господин чеченский народ. Точка. Другого мы не приемлем. Мы слишком много заплатили, пока все игрались с Россией в десна, в губы с ними целовались, хихикали, обнимались с ними. Мы все это видели. Поэтому нам не нужен правитель, нам нужен президент, которого через 5 лет можно пинками выкинуть, если он это заслужит, либо наградить его, если он тоже заслужит этого. И как сказала Старовойтова, помните, Путин ее убил, говорю, КГБ ее убило. Она сказала, политики как
извиняюсь, как памперсы. По-моему, так она сказала, которых нужно менять время от времени. Что-то такое, похожее, очень, очень четко, метко было сказано. Может, не точно вспомнил цитату, но именно так. Их нужно через 2 срока их нужно менять. Вот именно 2 срока есть, все, 10 лет отсидел, давай, давай. Хороший был, хороший, плохой, все, суд тебе, тюрьма тебе, все как полагается. По итогу Украины больше не будет. Не будет России. Причем России в нынешнем сегодняшнем образовании не только как географическое обозначение на карте, но также не будет на политической карте мира, в частности, в Организации Объединенных Наций с правом решающего, с правом вето, как постоянный член Совета Безопасности ООН. Россия там не будет. 100% это вы увидите. Ичкерия победит. Да, Аллах, Ахмед, да, Аллах, дай Бог. Так. Что связывает Чечению и США, задается вопросом здесь. Их, я, то есть. Аслан, не по теме. Я абсолютно против того, чтобы когда-либо Чечня была едина с кем-либо, имея один паспорт, одну валюту, как в России. Ни с Грузией, ни с Дагестаном, ни с кем вообще. Но что, это твое право. Это твое право. Ну, а если, например, как Евросоюз, деньги, например, евро будут, ну, свои там кавказионы какие-нибудь будут, нахарш будут, да, нахар. А, а, Кстати говоря, откуда это название идет? Нахар, слово нахар. Напишите, кто знает, что значит нахар, откуда это у нас идет это слово. А так, если ты, ну что, против и готов отстаивать свою позицию, тебе нужно подготовиться. Через 2-3 года мы деоккупируемся, да, Алмула. Да, Алмула. И претендовать на то, чтобы войти в наш парламент депутатом и отстаивать эту позицию. Мы будем жить в демократической стране, и твой голос будет услышан. А если ты будешь депутатом, ты сможешь добиться очень многого и не дать этому произойти. Как-то так.
Россию ждет экономический коллапс, политический кризис, парад суверенитетов, сепаратизм, внутренняя бойня, как в Сомали. Темир, ну ты коротко и лаконично, вот то, что я почти потратил 1,5 часа, ты вот коротко и лаконично рассказал. Да, именно так. Абсолютно, 100% это так. Далмула. Далмула. Все казино, все банковские системы будут одной валютой. Да, вполне возможно, что так и будет. Электронные деньги будут, какие-то биткоины. И все это будет, да, очень даже да. В Евросоюзе у всех свои паспорта, у некоторых своя валюта. Если Ичкерия войдет в Евросоюз, то неважно, какая валюта будет. Удалять картол. Готовый Евросоюз, который мощный и может соперничать, конкурировать, в том числе даже с Соединенными Штатами Америки и с другими очень мощными державами на Земле. Ты бы хотел бы, да, иметь. А наш бедный Кавказский дом, да, Кавказский дом, туда ты не хочешь, значит. А удалять картол делать. Суналяр işte Евросоюз, или у нас очень много что было бы, да, сразу же. Нет, не биткоины. Валюта это даже не половина того, что может быть на квантовом компьютере. Не знаю, я не понял, Марат, что вы имеете в виду. Азан, как ты думаешь, если фашистская Российская Федерация начнет нападать на Азербайджан, дагестанцы поступят так же, как им их Шамиль? Да, я думаю, за Азербайджан они воевать не будут. Не будут. Да, там, наверное, ну, как бы нужно понимать, что в Дагестане есть народы, которые мы каждый день видели, как убивали дагестанскую молодежь. Каждый день окружали в доме их, как и чеченскую, так и дагестанскую, ингушскую, кабардинскую, черкесскую, карачаевскую молодежь убивали. И там есть молодежь, там есть, ну, они в основном религиозно направленные, вот эти люди есть. Они могут начать какую-нибудь террористическую деятельность под этот шумок. Помните, когда было нападение в Махачкале, в Дербенте, синагогу, два сына главы там какой-то администрации, чего-то из Единой России пошли сжигать синагогу, и там случайно нарвались на ментов и были убиты, и так мы узнали, что это не ваххабиты. Но в самой Махачкале, когда 17 ментов, по-моему, тогда было убито, и эти нападавшие тоже погибли. Поэтому такие ребята там тоже присутствуют, которые готовы против России, и им промывают мозги, они там вот на этой религиозной волне, там есть кто за свободу хотят. Но в целом, как это же много разных национальностей в этом Дагестане, в целом они не готовы, вот как народ, выходить и требовать свою государственность. Вот не требовали они, когда мы об этом просили их, когда мы объявляли свою независимость, они этого не делали. И как сказал Аяд Эдигов в прошлый раз, на последнем стриме, он сказал, что именно дагестанцы первые отказались там воссоединяться, ну, объявлять независимость и захотели остаться с Россией. Потому что ну, вот так вот сложилось, что вот они вот уже душой, они уже за Россию. Вот так сложилось, к большому сожалению.
Не все, а большинство. Большинство. И я думаю, что если вот эти события пойдут, да, отдельные смельчаки, отдельные воины будут драться. Не сомневаюсь, есть в Дагестане такие люди. А, но вот в целом, как народ, как этого не будет. Но если их захватят там, ну, я знаете, что думаю? Вот, например, Дмитрий Кечкин, который сейчас главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, главнее Кадырова, главнее всех остальных там, все ходят под Кечкиным, просто его фамилия нигде не светится. Он был в Дагестане, руководителя УФСБ Дагестана, потом был в Ингушетии, потом его перевели в Ичкерию во временно оккупированную. И, скорее всего, уже кадры куются. Они знают процессы, которые идут. Вот этот процессы, которые сейчас происходят, они же, вот я только сейчас пытаюсь угадывать, что происходит. А у ФСБшников есть информация, опыт, знания в этой области. И поэтому они в этом смысле, они уже заранее знают, что там Америка готовит, что там Англия готовит, что там Турция готовит, что там Азербайджан готовит. Ну, это просто, ну, очевидно. Там даже Путин сам об этом говорил. Мы же знаем, говорит, как эти процессы, как поэтапно это будет все идти. Поэтому в этом смысле сейчас они, вот эти, если вот ваххабисты, там, 3-10, очень много ваххабистов уже подготовленных, которые работают на Россию. И как я вчера в стриме у себя говорил, или ночью у меня был стрим, я в нем говорил, не помню сейчас в каком из них. И, короче говоря, что, и раньше я говорил об этом, около там 100 человек агенты КГБ, ГРУ, а один из них вот этот полезный идиот, полезный баран, которого на заклание должны пустить. Вот они его вот обрабатывают, они все как будто банда, все мафия, братва там, братья в исламе там и так далее. А в итоге они все работают на русню, а этот просто жертвенный барашек. И судя по тому, что здесь все, вот как борьба с международным терроризмом, которая происходила, там всегда бывали турецкие представители. Вот я наблюдал. И в итоге получится, что вот сейчас как турецкие представители вместе с российскими ФСБшниками, они договорятся, турецкий МИД и ФСБ, они договорятся и просто сменят власть на якобы каких-то лояльных Западу, лояльных там Турции, лояльных там Америке, лояльных, ну Америки нет, если они на религиозной волне, они должны изображать из себя какими-то борцами за чистоту ислама и так далее, а вот, ну там, может, Турции, там, Азербайджана и так далее. И в Чечне будет такой же готовиться, который русские согласны его принять на эту кандидатуру. В Дагестане такая же, и в Ингушетии будет такая же кандидатура, такая же фигура. И вот они объявятся, там будут головы рубить кадыровцам, кадыровцы у них главные, на которых они будут отрываться, это уже очевидно, стопроцентно, потому что, во-первых, у кадыровца деньги, их нужно забрать, а во-вторых, кого-то нужно ликвидировать. Не ФСБ же, а вот этих будут пускать в расход. Вот для этого все это сейчас накручивается. Кадырова сын, там какие-то часы, как будто никто не знал, что Кадыров миллиардер там или и так далее, и так далее. Что, о, часы, ну вот раскручивается эта тема специально поддерживать вот этот накал. Поэтому я полагаю, что если Россия начнет нападать, еще что-то делать, процессы какие-то пойдут. Есть в Дагестане люди, которые против России, очень против России. Но их небольшое количество, я полагаю, процент небольшой. Но ФСБ, если будет этому способствовать, потому что под этим видом привести снова своего человека, уйдет нынешний, кто у них сейчас, я не знаю, Васильев или кто у них там, они их там меняются, и там не поймешь, кто у них приходит, уходит. На его место придет какой-то радикаль, который там прорывается с боями там, с Турции, там, Азербайджана, там, с Украины, откуда-то он там прилетает на белом коне, там, рубит шашкой, все такое. И самый большой бородой будет, самый сильный, короче, заслуженный там будет такой-сякой. И в итоге
эта кандидатура одобрена ФСБ, получится. Не зря вот этот Кечкин поменял уже 3-е рабочее место у него. И все это к этому готовится. Это мои личные наблюдения, моя личная аналитика. Как вы знаете, я блестящий аналитик, как сказал один известный персонаж. Поэтому это мое мнение по этому поводу. Они готовятся к этому. Это делается для того, чтобы ФСБ уйти от ответственности. Понимаете? Как в Сирии ушли от ответственности ассадисты. Да, самые такие кровавые, они засветились, остальным дали уехать, ну и вот все. И теперь вот этот новый, который пришел, там были какие-то перестрелки, и то перестрелки были не против ассадистов, ну, то там с Израилем в близких отношениях, там в Сирии, вот этот народ, который там есть, вот на них были эти нападки. И все, и вот хотят сохранить вот эту систему для управления нами. А нас, чеченцев, меня лично это никак не устраивает. Я думаю, любого чеченца не устраивает. Да, обманом посадить нам какого-то религиозного деятеля, который там воевал, там 3-е, 10-е, а потом раз, короче, и что дальше? И нам что, опять будут, кто-то за нас решать будет? Нет, мы же не для этого боролись. Мы хотим за свою свободу, мы хотим сами решать свою судьбу. И мы будем ее сами решать. Поэтому вот как-то так я это вижу, Эд. Если сейчас нападение будет, скорее всего оно будет, Россия начнет ковыряться, и Азербайджан будет отвечать, и как будто это Азербайджан воюет уже против там России, получится. Ну а так, если подумать, Ильхам Алиев, Гейдар Алиев, все, этот Гейдар КГБшником был, его сын, я думаю, такой же, и с этой стороны КГБшники. И все, и вот все нормально, порешали, установили новую власть, КГБ никто не трогает, там Кадыровых, там Мудыровых, кого нужно там посадили, расстреляли, казнили, деньги отобрали, и все. И то же самое, шило на мыло поменять. Меня это не устраивает, заранее заявляю, да. Вот так я это думаю. Ну, так особо воевать, если не будет КГБ их поддерживать, то воевать не будут там. Вот эти мелкие группы или небольшой процент людей, которые, они его, в принципе, и так истребили в Дагестане. Они запугались, забили, ушли в подполье, уже свое мнение люди скрывают. И в основном убили всех. И изгнали. Вот здесь в Европе живут родственники тех, кого там они убили, изгнали. И так далее. Ну вот так я это вижу. Если этот процесс пойдет, ну, как бы, я об этом говорил, как вы помните все, я говорил, что они будут, этот процесс будут, они будут нам пытаться из нас исламский халифат сделать, исламский эмират сделать, еще чего-то сделать. Ну, извините, давайте мы сами решим свою судьбу. Ты прям Википедия, говорит Павел. Павел, нет, Википедия это прошлый век. Чат GPT, он у меня все спрашивает, понимаешь? Мне звонит лично, и меня спрашивает. Ясно. И в каком же ключе, Мамад, он говорил? Так, Аслан Моментос, не нужно, я сам буду модерировать. Маш Дуэль, Моха, я буду поверить в Дагестан, если не освободят дома народа от ночи, а словом не поверю, хватит, наелся хабаром пустым. Нет, смотри, то, что как раз вот по освобождению этих домов в Дагестане, там какая-то там либо кровопролитие, они что ж какие-то меры пытаются, кадыровцы что ж не хотят в расход пойти, правильно? Их ведь
у них и деньги есть, они тоже какие-то планы готовят, хотя у них селенок поменьше будет. Освободить дома, там, это вообще никакой роли сейчас не играет. Освободить дома, это они легко сделают. Они это давно сделали бы, если бы это им было выгодно. А если сейчас будет выгодно, они быстро скажут, а, конечно, вот освобождаем. Нет. У нас есть правительство, президиум правительства. После геноцида, после тяжелейших испытаний, это чудо, что у нас сохранилось правительство. Рассчитывая, что это правительство уже не сохранилось и что оно уже не дееспособно, они запустили новые симулякры в лице Закаева, там, других, третьих, они кого запускают. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, что у нас есть власть. И если мы будем считаться с этой властью, мы будем уважать эту власть, с ней будут считаться все остальные. Если мы с ней не будем считаться, если мы будем говорить, да, мне лично, мне вот дом, чтобы освободили, землю освободили, мне машину подарили, квартиру дали, в таком случае нас просто купят за разные там вещи какие-нибудь, там, материальные, там, исторические, что нам ценно. Нет. У нас есть воля чеченского народа, где в 90-м году мы приняли решение жить в свободном, суверенном, независимом, правовом, демократическом государстве Чеченской Республики Ичкерия. И вот в этом государстве мы должны стоять на этом. Если мы стоим на этом, значит, все, кто нас убивал, мы сможем преследовать их. Если нам посадят сюда какого-нибудь, как этого, Маджалани, как его зовут, вот этого назначенного какого-то ГБшника, асадовского ГБшника из Мухабарата ихнего, руководителем сегодня Сирии. Если нам такого посадят, из Турции нам его пришлют, там, или из недр России достанут они его откуда-то, да, я не знаю, что это за фигура будет, самому мне интересно, но я думаю, она есть, эта фигура, и эту фигуру нам будут проталкивать. Если он будет проталкивать, нам нужно будет гарантии. Мы будем преследовать фашистскую Россию, мы будем преследовать всех, кто убивал нас, мы будем наказывать всех ФСБшников, которые нас убивали. А не только вот кадыровцев, которых нам подкинут, скажут, вот быстренько им голову на площади отрубите, покажите, какой вы халифат строите всему миру, чтобы больше с вами никто не связывался. Или там что-нибудь такое в этом роде. Вот если нам это будут говорить, ну это неинтересно, абсолютно. Это предательство, стопроцентное предательство чеченского народа. Они могут говорить, сейчас же они тоже меня слушают, очень внимательно причем слушают, конспектируют, записывают каждое мое слово. И они тоже будут говорить, да, конечно, мы делаем суд, конечно, мы всех накажем, пока своих людей не расставят, быстро проведут выборы и все. Как это было с Асланом Масхадовым. Мы, когда Аслана Масхадова избрали, он не дал провести закон о люстрации. Понимаете? Пришел в парламент и сказал, что не даст он. Вот Аят Дидигов об этом говорил. Нет, нельзя, пока не надо. Я вот пытаюсь настраивать отношения, выстраивать отношения там с Россией, поэтому я пока не позволяю вам этого делать. И мы оказались в еще большей катастрофе. И если мы с этим согласимся, я отказываюсь быть чеченцем. Я отказываюсь от, если чеченский народ на это пойдет добровольно, там ведь будут дурить, обманывать, будут плюшки разные вкусненькие давать, там кому-то пирожок дадут, кому-то камри дадут, кому-то еще что-то дадут. И все, о, да, надо, да, ходоуди ешу, хабарт биешват сборду, да, цюк. Я отказываюсь, заранее вам говорю, быть чеченцем в этом случае. Да? Я тогда весь чеченский народ прокляну, да? Если это произойдет. А если после моей смерти это произойдет, я тогда из могилы вас всех проклинать буду. Если вы не будете делать люстрацию, и всех, кто нас убивал, мы не будем находить и судить в Гааге или в городе Джохаре. Это должно быть железобетонно. Железо. Все, кто работал на российскую власть, прямо, косвенно, рядом стоял, где-то ошивался там, не имеет значения, близко к власти не допускаются. Близко, понимаете? И члены его семьи тоже не допускаются, ближайшие члены семьи не допускаются.
Ну, у нас есть закон о иллюстрации, и в соответствии с ним будем действовать. Да, это очень хороший, говорит, а я этот закон. Поэтому вот такие вот вещи могут происходить. Но то, что события сейчас разворачиваются, большие, глобальные, это очевидно. И очевидно также то, что нам нужно объединиться, чтобы какие-то там симулякры, ГБшники, вот какой-нибудь бывает там человек, например, там, выдвигает его там, кандидатура Турции, турецкие спецслужбы, говорят, все, мы тебя назначаем на президента Чеченской республики Ичкерия. Все, он согласен, готовят его там и так далее. Ну, условно я говорю. Вот он появляется, и мы все будем говорить, а ты кто такой? А зачем ты здесь появился? Вообще, ты откуда взялся? И вот такие, как Закаев, Кутаев, все остальные, как вокруг Аслана Масхадова, они все ошивались, также они вокруг него будут. Они будут, а он будет их пинками гнать. Идите отсюда, черти вы, будет говорить. Они будут лезть будут к нему, поднимать его, ты самый лучший, ты самый крутой будешь. Это все мы только что прошли, друзья. На моих глазах это все происходило. Это совсем 25 лет назад было. Я все прекрасно помню, наблюдаю, анализирую и так далее. Понимаете? И чтобы этого не произошло, мы должны здесь сидящие сегодняшние люди должны заявить о себе, что мы есть сила, что мы есть свободные чеченцы. Хватит уже бояться. Хоть интернет что увидишь, все симулякры, вся вот эта ГБшная, вот эта вся симулякры появились. Все у них там религиозные названия, религиозные ролики, все ГБ. Понимаете? А нас нету, чеченцы. Нас нету просто в информационном пространстве. Уайшавега ашу дать дела. Сугучмавайлар бол. Даял Россия. Шин хоша дальше. А вообще умахиря царя. Ты что? Дехидаинцам они опасны будешь. Да, они сейчас будут огрызаться, убивать будут, все что угодно делать будут. Но уже заканчивается это. Но пора же уже выходить. Уже из тени уходить. Хватит всю эту КГБшную, вот эту агентуру всю слушать. Нам уже нужно заявить о себе. Заявить. Мы должны о себе сказать. Большому сожалению, за все эти 3 года, за эти 10 лет войны, в Украине наши добровольцы, которые туда ушли, себя не проявили, как именно государственные, политические деятели. Не проявили никак. Был Исаам Мунаев, все, его не стало, все затихло. Все, нету больше. Какие-то непонятные движения происходят там. Закаевым фотографируются, собрались бы вместе, раз, заявили бы о Закаеве. Никто из них не заявил. А вот видишь, отцел, духот, эмло, дувай, куза, ваушахке, Закаев, ишту, вышту, дахайхо, визар, цаэлар, цамуа. Представить, да, ишь? Цамуа, они лучше меня, они мне это говорили. Кто такой Закаев? Они мне, украинские добровольцы, чеченские добровольцы в Украине, они мне говорили, кто такой Закаев. Когда я только начал понимать, кто он такой, что делать. К сожалению, там не появилось, чтобы вот можно было опереться, вот это наша военная сила, еще какая-то сила. У нас кажется, что если ты взял в руки автомат, то ты все, король, царь, тебе должны поклоняться. Нет, вы ошибаетесь, вам будет уважение, если вы защищаете свою родину. А то, что ты взял, любой бандит берет автомат. Понимаете, автомат и я могу взять, никаких вопросов, но а толку от этого? Властью взять не становится. Басаев не был из-за того, что он там пошел в Буденновск, он стал там, героем, хотя это был очень героический поступок. Он был государственным деятелем, у него была определенная должность, назначен он был. Понимаете, и вот он как, а не так, что я взял автомат, все, теперь я власть. Это мы уже проходили. Мы это уже проходили, когда боевики, вооруженные бандиты, не подчинялись никакой власти. Мы это все проходили. Понимаете? Зато в Украине все подчиняются, строго соблюдают, дают команды, есть, выполнить, пошел, пришел, все как положено. А с нами не надо считаться. Вот как, значит. Хорошо тогда, не считайтесь. Не считайте. Тогда, извините, мы тоже не будем с вами считаться. Нам бандиты не нужны, нам нужны наши защитники.
Понимаете? Чтобы нашу страну, наше население, наших граждан защищали. Понимаете? За все это время, вот что я работаю здесь, ни один, вот ни добровольцы в Украине, ни здесь, в Европе, никто вот из бойцов, чеченцев не пришли сказать, тебе охрана нужна, поддержка нужна, что тебе нужно. Кто-то говорили, но вот чтобы вот какие-то реально силы какие-то, которые могли делать. Нету этих людей, понимаете? А я делаю то, что убитых наших людей призываю, чтобы об этом не молчали. Об этом я призываю, говорю. Понимаете? Вот и все. Нету никакого чеченского сопротивления. Понимаете? Чеченское сопротивление уже уничтожено. Политические силы в подполье находились. До сих пор находятся в подполье. Президиум находится в подполье. Вот Аят Эдигов, Алла Дудаева, вот кого мы видим, наблюдаем. Все остальные в подполье находятся. А остальные это кто-то рекламный, кто-то агент, кто-то просто не понимает, что он делает, как-то его занесло туда. Кто-то просто искатель приключений, охотник за удачей там, и так далее, и так далее. Просто нравится им оружие, война, убивать там. Вот такие вот есть. Как-то так, друзья. Большие процессы нас ждут. И пока мы сами не соберемся, ничего не изменится. Астан, ты собираешься иллюстрировать людей в каком интервале? С 91 года и до сегодня. Я знаю, Порт, что у нас есть закон о люстрации. Закон о люстрации. Закон о люстрации, как он говорит, так и будет. Ну, по моей логике, это все люди, которые сотрудничали с КГБ, с Россией. Понимаешь? Не с 90, наверное, первого года. Потому что с 91 года у нас все люди были советские. Понимаешь? Я думаю, что это должно произойти. Ну, не знаю я. Не знаю, как будет. Надо смотреть, разбираться. Дайте мне документы, я сяду, поработаю над ними. Я скажу, сформулирую и сформирую свою позицию по этому поводу. И что мало, Аслан, они все разбегутся по горам или сделают пластическую операцию. А кто ты между? Кадыровцы? Да, в горах что им бегать? Они же долго не пробегают по горам. Особо не побегаешь. В Украине власть у олигархов, а не у народа. Ну да, или же, точнее, у КГБ. Остань чеченскому народу мира, суверенитета, удачи. Спасибо, Нурлан. Спасибо. Большое спасибо. Вы думаете, Иран хотят совсем уничтожить? Я думаю, что события в Иране еще будут эскалировать. Я думаю, там тоже будут очень серьезные потрясения. Симулякры хотят размыть общество. Да, Асланбек, они же этим конкретно занимаются. В общем, я так понял, вам главное отделиться, и не важно, с кем вы будете. Нет, нам важно, конечно важно, нам важно быть свободными и независимыми. Но выстраивать отношения с Азербайджаном, с Турцией, с Германией, с Соединенными Штатами Америки, ну, это просто обязательно для нас. У нас ничего нет, нам нужна медицина, нам нужно образование, нам нужны технологии, нам нужны возможности для нашей молодежи, чтобы она по всему миру путешествовала, училась, получала знания, становилась сильнее. Это для нас очень важно. А то, что главное отделиться имеется в виду, главное деоккупироваться. Деоккупироваться. Мы оккупированы. Нам нужно деоккупировать свою страну для того, чтобы мы стали суверенными и независимыми. Это не значит, что мы должны пристегнуться к Баку,
к Анкаре или к Вашингтону. Ни в коем случае. Но у нас должно быть свое право. Мы сами должны выбирать свой путь. По идее, даже по идее в этом вот, в нашем государственном образовании, президент это на самом деле не такая уж большая важная персона чеченского. У нас больше парламентская республика, чем президентская. Просто Джахар был лидером, не просто президентом был. Еще война началась, и он лидером был. И поэтому у нас вот, президентство вышло на первое место. А так у нас есть парламент, депутаты, и мы должны будем в этом смысле двигаться в этом направлении. Поэтому как-то так, друзья. Моя ошибка. Захотел писать по норам получалось в горах падать точно не спрячутся. Да, ну по норам тоже не спрячешь. Ну сколько ты в норе посидит он? Ну сколько он? Месяц просидит, 2. Закончится же, все. Что вы планируете этим странам отдать взамен? Ну мы решим, Лиана. Давай мы решать будем. Не ваше, как говорится, собачье дело интересоваться, что мы будем отдавать, что мы будем кушать, как мы прокормимся. Вам, русским, нужно очень сильно извиниться перед нами за то, что вы с нами сделали. Всем россиянам, всем просто. На этом свой стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль хай. Ам Ичкерия хай. God bless America. Адикюэль Маш. Всего хорошего. До свидания.